нуждающимся. То есть вот на эту акцию мы приготовили 40 вот таких наборов, 30 для мужчин, 10 для женщин. То есть с предметами первой необходимости. И, соответственно, после поступления к нам в центр, там уже люди будут обеспечены теплой одеждой, обувью и так далее. То есть это все благодаря грантовой поддержке. Это вот в вашем линии жизни в центре есть какой-то телефон, куда обратиться? Действительно люди воспользуются? Ну да, конечно, есть. Мы есть, страничка наша есть в соцсетях, есть Facebook, есть Instagram. По хэштегу МОБО линия жизни можно нас найти. Все контакты там указаны. И какие на сегодня, как бы сказать, услуги предоставляются вашей некоммерческой организации? Ну, начиная со срочной социальной помощи, то есть это предоставление ночлега, трехразовое горячее питание, одежда, обувь по сезону, предметы первой необходимости, прохождение ФЛГ, прохождение медосмотров, кому это нужно. Да? Люди по желанию могут сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты Б и С. То есть, и если кому-то нужно дополнительно обследоваться, то без всяких проблем это можно пройти. Но я знаю, все люди остаются на долгое время у вас, вы их трудоустраиваете, да? Да, мы их трудоустраиваем, то есть люди получают зарплату, помогаем кому нужно восстанавливать документы, начиная с паспортов, ну и заканчивая там уже какими-то удостоверениями, СНИЛС, ну вплоть до банковских карт получают люди. Ну, я еще знаю, что вы помогаете тем, кто хочет уехать. Вот случай с гражданином Симферополя, да, правильно я сказал? Да, Он со Ставрополя, он был, да, со Ставрополя, то есть к нам, вернее, этот человек обратился в аппарат уполномоченного по правам человека к Гурьевой Сардане Михайловне за помощью тоже по направлению от республиканской прокуратуры. То есть там ситуация была такая, что он работал вахтовым методом здесь, в Якутии, был на заработках, но, к сожалению, с работодателем там недопонимание произошло, и человек остался без денег на улице абсолютно. Не уехать, ни, как говорится, покушать, ничего. И обратился в аппарат, а аппарат, в свою очередь, соответственно, перенаправил его в нашу организацию. Человек у нас находился чуть больше 10 дней, мы приобрели ему авиабилеты и направили по месту проживания. И часто вот такая помощь вам приходится, так оказывается. Я знаю, что вы еще и в районы отправляли. Да, мы в районы отправляли и отправляем. То есть чаще всего это происходит на такси, да, так называемые. То есть маршруты во все стороны, можно так сказать, и начиная там и в Нерюнгри, и Амга и так далее. То есть вот сегодня мы на акции забрали человека, он освободился месяц назад, то есть находится как бы на улице, его нужно будет отправить в Султары. А вообще, как вы считаете, наиболее эффективно? Вот пока мы делаем то, что, возможно, в наших условиях работы, да, или жизни правильно будет. А вообще, в принципе, в связи с тем, что данная проблема, она достаточно тяжело решаемая, и все спрашивают, вот с чего вдруг некоммерческие организации этим занимаются? Вот что им делать больше нечего, как некоторые мне говорят. Ну да, существует и бытует такое мнение, и к нам бывает зачастую обращаются с таким вопросом, и даже государственные, муниципальные служащие, им просто интересно, да, почему мы занимаемся такой вот работой, помимо того, что мы предприниматели, да, еще есть у нас некоммерческая организация. У меня в прошлом супруг просто был тоже с проблемой достаточно серьезной. Он когда-то ее преодолел, похожие организации ему помогли, и он, в свою очередь, начал помогать людям. То есть и мы зарегистрировали свою общественную организацию и сейчас занимаемся этой деятельностью. Спасибо. Здесь не одна организация, на самом деле здесь еще присутствуют две и одна новая, и будем держать вас в курсе.